Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Давно мы с вами не встречались, ничего я не делала, ролики я не снимала, я совсем обленилась. Как ваше драгоценное здоровье, как вы поживаете? Надеюсь, все с вами хорошо. У нас все нормально, живем потихоньку. Вся в заботах, все в делах. Вы знаете, у меня внуки, да, прибавились еще внучки. Завтра Юля уезжает на вахту, а внучки останутся у меня. Кто-то мне задает вопрос, вам же тяжело с ними, четверми. Нет, мои хорошие, не беспокойтесь. Мне с ними, наоборот, хорошо и весело. Они мне вовсю помогают, поддерживают. Мне с ними не скучно. И не посидишь дома просто так. Нужно движение, как говорится. Да и лениться некогда. Как говорится, своя ноша не тянет. Об этом знают все мамы, бабушки особенно. Всегда мы стараемся своим детям помогать и поддерживать. Если даже нам тяжеловато, но мы этого, как сказать, об этом не даем знать. Пусть нашим детям всегда будет хорошо. Со здоровьем у меня, спасибо большое, вы поддержали нормально. Живу, детей вожу в лыжную базу, все у нас хорошо. Почему я долго не смогла снимать ролики? Да и нечего снимать, все быстренько-быстренько, а ролик снимать, кто снимал, вы знаете, это долго. С утра провожаю детей в школу, пока они в школе, что-то готовлю, убираю, стираю. Ну, все в делах, короче. Потом после обеда, когда дети придут из школы, тоже надо накормить и возить внучек в лыжную базу. У нас были соревнования, где-то мы занимали первые места, где-то мы занимали вторые места, а где-то занимали и четвертые, и шестые места, но всегда призовые места не получаются. У нас было недавно соревнование, 27-я спартакиада. Наша команда занимала первое место. Мы вышли в финал, мы занимали первые места. Теперь скоро у нас будет республиканское соревнование. Не знаю, что будет. Надеюсь, все будет хорошо. Сегодня вот хочу показать вам пирог. Сейчас я приготовила, что надо мне. Мне повидло, творог, 2 яйца, сахар, сметана, мука и сливочное масло. Для пирога нам понадобится 3,5 стакана муки. Можно и 4, но торопиться не будем. Иногда понадобится только 3,5. Муку добавлять, если жидковато, никогда не поздно. Поэтому пока берем 3,5 стакана муки. Сюда же добавляю стакан сахара. Все это перемешаю. Сейчас масло натираем на терке. У меня масло сливочное. 250 грамм надо, но у меня 280 получилось. Я отрезала так. Этот пирог я давно не готовила.
потихоньку вспоминаю. Да и вообще в последнее время я мучного не часто готовлю. Потому что, во-первых, мне тяжеловато было готовить. Потом мучного, когда приготовишь, и самой хочется кушать. Но когда дома мучного нет, мои внуки голодные. Они привыкли с детства кушать мучного. Так, потихоньку все натираем. Конечно, если в морозильнике держишь сливочного масла, хорошо и лучше натирается. Но масло у меня сливочное лежало в холодильнике. И быстренько все это перемешаем, чтобы масло не успело растаять. Вот так все. Добавляем сюда 2 яйца. У меня уже куры сами несутся. Уже магазинные не покупаем. Добавляем 2 столовые ложки сметаны. Ну, можно еще чуть-чуть. Немножко соли, чайной ложки и чайной ложки разрыхлителя. И все это перемешаем. Вот такое у нас мягкое тесто получилось. Теперь тесто пойдет отдохнуть. Минут на 20, на 30. Я вот так накрываю. И все. Итак, вот наше тесто отдохнуло. Вот какое тесто мягкое, нежное. Мы тесто разделим на 2 части. Одну часть мы побольше, другую часть поменьше. Где побольше, мы стелим низ. Я прямо руками постелю. Вот так. Тесто послушное. Скалкой я не буду работать. Я пирог такой давно не пекла. Не знаю, как и что получится. Думаю, будет съедобно. Тесто как пластилин. Можно лепить что угодно. Где потоньше добавляем. Такое тесто, конечно, скалкой трудновато работать. Ну, для меня. А кто-то, может, умеет хорошо работать скалкой с такой тестой. Но для меня вот так удобно. Вот так все поправляем. Вот видите, тесто послушное, все нормально. Чуть-чуть делаем бортики, но немного, но чуть-чуть. Вот так. Вот и все. Теперь берем творог. Можно любую начинку. У меня повидло и творог. Сюда я добавила сахар по вкусу, кому как нравится. Кому-то послаще, кому-то не очень. Ну, 2-3 столовые ложки сметану я добавила.
так немножко. Вот так поправим. Это у меня повидло у меня яблочные. В прошлом году яблок не было. Это позапрошлым годом я много делала повидло. Тоже так же намажем. Вот как я намазала творогом и повидлом. Накатала пласт и сделала вот такие жгутики. Теперь вот так делаем узоры. Я нарезала вот с такой штучкой. Мне так удобно. Можно катать как жгутик. Можно и так нарезать. Сейчас мы с вами такую красоту сделаем. Будем смотреть и любоваться. Тесто песочное и поэтому рвется. Вот с такой штуковиной можно цветы делать. Посмотрите, какая красота. Это листочки
Ну вот и тесто как раз заканчивается. Смотрите, как получается. Это листочек. Вот, мои хорошие, какую красоту мы с вами сделали. А теперь я поставлю духовку. Духовку я предварительно включила 180 градусов и на 35-40 минут. Вот такой красивый пирог мы с вами сегодня испекли. Если вы тоже захотите такой пирог, не пожалеете. Пирог не только красивый, но и очень вкусный. Посмотрите, какая красота. Сейчас разрежем пирог. Какой аромат. Вкуснотища. Тесто песочное, вкусное, ароматное. Вот такой пирог испекли мы с вами. Тесто должно быть вкусное, да. Очень вкусное тесто, нежное, рассыпчатое. Прямо во рту тает. Сладковато, конечно, но кто любит сладкое, очень понравится. Особенно детишкам. А я сахар буду прибавлять. Сейчас мы с ребятишками всем будем чай пить. А дайте, мои дорогие, и вы с нами чай пить. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю всего самого-самого доброго, доброго здоровья, удачи, семейного благополучия, много-много радости, чтобы вас ничего не огорчало, любви, взаимопонимания и мирного неба над головой. Всем пока-пока, до следующих встреч.